Хоть с первого взгляда сочинение Кадыр Алибека и не дает обширной, подробной информации об этих ханствах, но вот видите, пытливый взгляд исследователя может все-таки очень много выявить интересных фактов, тем более в контексте уже известных нам сведений, чего стоят, например, сегодняшние доклады, да, которые были сделаны. Вот Илья Владимир Зайцев, который обнаружил фрагменты истории Казанского ханства в Дастане Кадыра Алибека. Это очень интересная версия, хотя есть и другие версии, которые мы тоже будем изучать и рассматривать. И мы уже сегодня говорили о клановой структуре татарских юртов и Касимовского ханства в частности. Это тоже важный момент к вопросу, а могли ли быть реформы в этой системе. Ну и все это, конечно, я не буду повторять, скажу лишь то, о чем вроде бы никто не говорил, о родословной казанских ханов в сочинении Кадыра Алибека. Она, собственно говоря, там появляется не под отдельным разделом, без заголовка, довольно неожиданно, да, ну, как есть такое выражение, как черт из табакерки. Хоть не очень хорошее выражение, но вот здесь оно уместно. И после перечисления потомков Кичи Мухаммада вдруг появляются потомки Улуг Мухаммада. Понятно, что Кичи Мухаммад как сторонник Эдиге, как такой, он был в приоритете для самого Кадыра Алибека, но о потомках Улуг Мухаммада нельзя было не сказать, поскольку это связано с историей Казанского ханства и Касимовского ханства в особенности даже, наверное. И он об этом сказал, но очень своеобразным образом. Здесь вообще мы видим уникальное родословное, и по сути это не просто родословное ханов, и даже не столько родословных ханов, а сколько это перечисление тех ханов, которые правили в Казани, династии казанских ханов, и потом уже после них, которые были ханы и которые не являлись потомками Улуг Мухаммада. И начинается это родословное с Махмутек хана, Мухаммад Тек, как перевели, Мухаммад Тек хана, а не с Улуг Мухаммада. Хотя сам Улуг Мухаммад упоминается, а потом говорится о том, что именно его сын Мухаммад Тек взял область Казань. И вот с этого времени как бы там устроилось ханство. Тут важно отметить, что до этого в тюрко-татарской традиции, мы знаем это по Кадыру Алибеку, по произведению Каратаварих у Тямиша Хаджи, да, и мы знаем о некоторых отсылках из русских летописей к татарским летописям. Еще мы знаем это из дипломатических документов, из сообщений того же самого Мухаммеда Амина, когда он писал польскому королю. Все в тюрко-татарской традиции было принято начинать родословную казанских ханов с Улуг Мухаммада, и его считали первым ханом. И в Карат-Таварих, в произведении более раннем, написанном в середине 16 века и на другой совсем территории, там сказано четко, что именно Улуг Мухаммад пришел в Казань и основал как бы ханство. Здесь же вот в разрез всей этой традиции говорится о том, что первым ханом был его сын. И если посмотрим, то позднейшая историография, вплоть до сегодняшнего дня, также вот склоняется к этому. Почему? Потому что наиболее массовый источник, который дошел до нашего времени, русские летописи, говорят об этом. Но мало кто задает вопрос, а когда же эти сведения были сформированы? Действительно, Кадыр Алибек, скорее всего, эти сведения взял из русских источников. Но, скорее всего, не из летописей или не столько из летописей. И почему? В русских летописях действительно это появляется впервые, но только во второй половине 16 века после взятия Казани. Синхронные этому процессу источники летописи 15 века и летописи начала 16 века ничего об этом не сообщают. Они как бы, их этот вопрос вообще мало волнует, они не задаются этим. Даже тот самый московский летописный свод, который очень подробно описывает там эпизоды столкновения Казанского ханства с войсками Ивана III, да,
он не обращает внимания на это, хотя в принципе подробно пишет о действиях Улуг Мухаммада. А вот уже во второй половине XVI века, когда вот возник вопрос этот, когда уже Казанское ханство было взято, и уже нужно было как-то обосновывать, идеологически подходить к этому, возникает эта версия. Но если мы посмотрим корни этого, то увидим, что такая версия о том, что не Улуг Мухаммад был ханом, а именно Махмуд Бек, она зародилась в посольской канцелярии в 20-30-е годы XVI века. И самое раннее эта родословная встречается в наказах к послу, русскому послу к османам, точнее это была инструкция на случай, если если османы спросят что-то о Казанском ханстве, то вот как раз нужно говорить то-то, и там приводилась родословная казанских ханов, начинающаяся именно с Махмутеком, а не с Улуг Мухаммада. И еще здесь второй важный элемент, это уже дипломатическая переписка крымского хана Сахиб-Гирея и Ивана IV, ну точнее Боярской думы в 30-е годы XVI века, когда они спорили о Казанском юрте. И тут уже как раз раскрывается вся суть этой родословной, почему она начинается не с Казанского, не с Улуг Мухаммада, который был и ханом Золотой Орды, а с Махмутека, поскольку эта история, она как бы была неудобной для дипломатии, во-первых, русской дипломатии, во-вторых, она подрывала вот эти апологетические основы завоевания Казанского ханства, права им владения. И в посольских документах говорилось о том, что Иван III еще взял Казань, так же как ордынские цари брали ее. И вот приводилась, естественно, эта история с Махмутеком, который как бы завоевал ее. И еще крымцы в ответ писали о том, что вы бы и нашу правду не забывали, о том, что все-таки Иван III, он не брал Казань, да, а он лишь помог Мухаммеду Амину стать ханом. И не забывали бы о том, что Улуг Мухаммад пленил Василия Темного, прадеда вашего, да, и мог все царство его захватить, но простил его и пощадил и вернул ему его владение. Как бы будьте благосклонны, вот, не воюйте с Казанью. Вот с таким призывом Сахиб-Гирей отправил послание. То есть понятно, что тут уже шла война, можно сказать, исторических различных концепций на дипломатическом уровне. И вот именно вот эта версия возникновения Казанского ханства, сформированная в посольской канцелярии и потом распространенная в летописании, она впервые попала на страницы уже тюрко-татарских произведений, в произведении Кадр Алибека. Вот что интересно. И получается, что я вот, конечно, думаю, что не совсем, наверное, точное утверждение о том, что это произведение, оно как бы было неизвестно татарам. Да, может быть, татарам 19 века было неизвестно, но мы видим, сколько списков сохранилось. Да? Все-таки в определенной среде это произведение было известное, и оно копировалось, и то, что сохранилось, это лишь вершина айсберга. Поэтому мы видим, что здесь, по сути, Кадр Алибек, он как бы становится, можно сказать, родоначальником новой исторической концепции, новой для тюрко-татарского мира. Он пытается вот внедрить, распространить среди татар именно вот эту официальную московскую версию возникновения ханства. Вот таким образом, тут еще есть важный момент, например, в этой родословной казанских ханов, там вовсе исключено имя очень известного по всем родословным хана Ильхама, или Адхама, да, как в некоторых других источниках, это Варихи Гуздану Сратнамы, там Адхам. Возникает вопрос, почему? И здесь тоже, наверное, это уже говорит о том, что такое представление было сформировано под влиянием русского летописания, вот, скорее всего, и точнее
это вообще является, с одной стороны, парадоксом, почему не упомянуты дети хана Ибрагима от его первой жены. Старший сын Ибрагима Адхам несколько лет занимал ханский престол, о нем хорошо знали как татарские, так и русские летописцы. Поэтому не стоит исключать, что Кадыр Алибек намеренно пропустил его. Это могло быть сделано из-за опасений перед московской властью, так как в свое время великий московский князь пленил Ильхама за политическую нелояльность и Фатиму с детьми и их сторонниками. Ну, таким образом, в сообщениях Кадыра Алибека о казанских ханах прослеживается зависимость от русской нарративной традиции, что объясняется тем, что данное сообщение было создано при Касимовском дворе, находившемся под контролем московского правительства. Ну, это одна, наверное, из первых, ну, по крайней мере, зафиксированных попыток популяризации, что ли, этой самой традиции в тюрко-татарской среде. На этом у меня все. Спасибо за внимание.